Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема будет такой: кто у вас на пороге? Кого к вам ведет судьба? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Назовите свое имя, так и спросите: кто у меня на пороге? Кого и зачем ведет ко мне судьба? Давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, девочки, у кого детки взрослые, детки от вас далеко? Может быть, живут в другом городе, учатся в другом городе, ну, либо, я не знаю, отдыхают, возможно, да, какая-то поездка. Ваши детки очень сильно по вам скучают, очень сильно. И у вас с детками скоро будет встреча. Встреча очень судьбоносная. На этой встрече решится, вы будете жить с ними, либо они вернутся жить к вам. Понимаете, либо вы к ним должны будете переехать, либо они к вам приедут. У кого есть внуки, вас могут попросить помочь с внуками, да, с внуками. При этом здесь будет двойная задача. С одной стороны, действительно ваши дети, например, нуждаются в помощи, чтобы вы за внуками присмотрели. И второй момент: хочется о вас заботиться, хочется вам помогать, но чтобы это не было навязчиво, да, чтобы вы не отказались. Вот. Ну, так, видите, будут помогать таким вот хитрым образом. Типа ты за внуками смотришь, сами вот вас рядом с собой поселят, либо постоянно будут к вам приезжать, там что-то привозить, покупать, делать, да. Вот, это очень хорошо. Ваши дети вас очень любят, по вам скучают и очень в вас нуждаются. Нуждаются вот в постоянном общении с вами. Вы очень дороги вашим детям, вы должны это знать. Так, идем дальше. Здесь какой-то престарелый Дон Жуан вышел. Мужчина явно намного старше, чем вы. Может быть случайный мужчина, может быть сосед, может быть начальник на работе, либо преподаватель вуза. Но мужчинка такой, возрастной, очень даже возрастной. Представляете, начнет к вам приставать, проявлять к вам интерес, причем интерес интимного характера. У кого-то отыграется, что мужчина даже будет делать неприличные предложения. Ужас. Понимаете, будете еще от него отбиваться. И я вам, девочки, скажу, это будет очень непростая задача. Мужчинка просто как с ума сошел. Потерял рассудок из-за вас, понимаете, ни о чем другом думать не может. Вы для него настолько соблазнительна, настолько вы вот такая сладенькая, вся прям такая вот медово-ароматно прекрасная. И он будет к вам, девочки, подкатывать, приставать и всячески вас добиваться. У кого-то отыграется, что мужчина может опуститься даже до шантажа. Да, вот типа директор ваш скажет: ты давай со мной на свидание сходи, а я тебе там премию выпишу, либо я тебе повышение сделаю. Вот, представляете? Либо там преподаватель вуза скажет: давай встретимся в кафе, я тебе там зачет поставлю, да, либо экзамен. Там, добьюсь, чтобы у тебя повышенная стипендия была. Просто кошмар. Для вас это будет отвратительно. Отвратительно. Вы такого не потерпите. Вижу, что дадите бой этому Казанова. Вот. И на место его поставите. Ну, правильно, девочки, так и правильно. Любовь должна быть взаимная и обоюдная. Так, идем дальше. Кто у вас еще на пороге? У кого мужчина туда-сюда
ездит, может быть, работа связана с поездками, может быть, он у вас дальнобойщик, может быть, он у вас по контракту где-то работает. Вот, я вижу, что приедет. Причем приедет таким хитрым образом, чтобы не предупредив вас, застав врасплох. Очень ему хочется вас застать врасплох. Возможно, действительно он у вас такой шалун и хочется сделать сюрприз. Вот. А может быть, у кого-то прямо отыграется, что мужчина полон ревности и гнева и едет вот с таким убеждением, что я ее сейчас с поличным на горячем застану с каким-то мужиком. Возможно, вас оговорили, оклеветали, ну, облили грязью. Поэтому, девочки, вдруг что, я вас предупредила. Примите к сведению и, как говорится, готовьтесь. Скорее всего, либо поздней ночью, либо ранним утром мужчина просто ворвется в дом и скажет: я приехал, встречай меня, да, и побежит по шкафам проверять, где там ваш любовник прячется. Глупость, конечно, несусветная, но такие мысли присутствуют. Так, идем дальше. Кто еще на пороге? Но это больше похоже на какого-то родственника. Либо это муж кого-то из ваших родственниц, там сестры, двоюродные сестры. У кого-то даже играется, что муж вашей мамы, допустим, да, отчим ваш. Вот. Мужчина будет вас о чем-то просить. Вот придет к вам, будет просить, будет рассказывать какую-то свою грустную историю о своих семейных проблемах, о том, что нуждается в помощи. И именно вас он выбрал как самого рассудительного человека из всех, кого он знает. Ну и как он вам доверится, девочки, он вам расскажет свою тайну. То есть какие-то пойдут подробности о его семейной, интимной жизни. Но тут, понимаете, чтобы попросить помощи, надо все рассказать. Если честно, он очень нудный. И вы, ну, вернее так, вам очень сложно будет понять, чего он хочет от вас. Ну вот реально, чего хочешь. Вот, он заберет у вас просто уйму времени и личного общения, а потом еще он будет вам писать, еще по телефону будете общаться. Вы вроде как согласитесь ему помочь изначально, но потом вы будете пытаться найти избавление от этого человека. Он просто достанет, он постоянно будет вам там звонить, писать, плакать, говорить: помоги, сделай что-нибудь, ну и в том же духе. Вот, вы лучше изначально, да, скажите: я в чужую жизнь не лезу, я не хочу знать интимных подробностей, скажем так, моих близких людей. Извините, мужчина, но лучше идите напрямую, общайтесь со своей женой и разбирайтесь. Это будет правильно. И еще, смотрите, вот у кого-то отыграется, что его жена, узнав о том, что он с вами общается, но не зная причину, по какой он с вами общается, может устроить вам скандал. То есть, ну вот она, сцена ревности, когда женщина, там, обезумев от гнева, от страстей, да, врывается в ваш дом и устраивает вам взбучку. А вы, как говорится, ни в чем не виноваты, и еще и получите. И при этом вы не сможете рассказать ей причину, почему этот мужчина к вам приходит. Ну, как в дешевой трагикомедии получится. Вот, поэтому я понимаю вас, я знаю, что вы замечательный человек, что вы всем помогаете, что вы никому не отказываете. Но в данном конкретном случае воздержитесь. Это и для вас, и для этого мужчины, и для его жены. Вот для всех это будет хорошо. Вот. Пусть они сами разбираются, пусть сами решают свои проблемы. Вот. Пусть вас туда не втягивают. Это не нужно, ни к чему это все. Так, кто еще у вас на пороге? Какая-то очень веселая женщина у вас на пороге. Может быть родственница, подружка, может быть соседка, может быть мама. Может быть мама у вас очень веселая женщина. Очень звонко смеется эта женщина. И такая, знаете, хохотушка, которая ни в чем не унывает. Такой человечек солнечный, да, позитивный человечек, всегда светится.
Вот эта женщина будет вас тащить на какие-то приключения, к каким-то мужикам, на какие-то гульки, на какие-то пати, да, на какие-то вечеринки. Вот. И вам очень сложно будет ей отказать. Пожалуйста, не сопротивляйтесь. Вы знаете, вам сейчас нужен этот адреналин, вам нужен этот драйв. Соглашайтесь, идите, вы не пожалеете. Вы очень хорошо проведете время. Вы и повеселитесь, и расслабитесь, понимаете? Выпустите пар. Избавитесь от того стресса, который у вас накопился. Хорошо проведете время, без вопросов. Если вы не можете с ней посещать все злачные места одновременно, хотя бы договоритесь в одно место сходить, либо как согласитесь хотя бы в одно место сходить. Будет весело, будет хорошо. Так, идем дальше. Кто у вас на пороге? Ну, тут похож человек на глашатого. Это может быть почтальон, это может быть доставщик, это может быть, ну, даже служащий, да, какой-то служащий, человек, который вам что-то принесет. Кому-то принесут коробочку, да, посылочку, кому-то принесут письмо, а кому-то и пенсию принесут, да, либо какую-то выплату принесут. Вот, человечек идет. Какой-то он то ли больной, то ли замученный. Но мне почему-то больше идет, что он больной. Девочки, будьте поаккуратнее. Если это предмет, да, коробка, постарайтесь ее как там особо руками не трогать. В коридорчик поставила, что надо, выняла, пошла ручки помыла и коробочку там ногами отпинала до мусорки. Вот. Если это письмо, ну, я не знаю, санитайзером побрызгайте. Вот. Либо аккуратненько извлеките из конвертика, да, конвертик от греха подальше куда-нибудь выкиньте. И не забудьте все время мыть руки. Он какой-то, мне кажется, больной. Это может быть простуда, а могут быть вещи и, извините, похуже. Вот. Такие вот болячки, да, которые и до кожи проявляются, и вообще малоприятные, да, вот, ну не знаю, мне приходит на голову лишай. Вы простите, это ужасно, конечно, но все в жизни бывает, да, береженного Бог бережет. Я вас предупредила. Руки моем и моем постоянно, постоянно. Вот этот человечек придет, это мужчина придет, мужчина, вот, и он какой-то заразный мне выглядит. Вот, будьте поаккуратнее. Так, еще кто у вас на пороге? На пороге. Тут больше похоже, что вы кому-то на порог пойдете. Вы пойдете. Будете посещать какой-то дом, очень гостеприимный дом, богатый дом, либо будут богатые угощения в этом доме. Вот. Вы там себя не очень комфортно почувствуете. Либо хозяйка дома, либо хозяин вами недоволен, либо может вас критиковать. Вот. И старайтесь не вступать в конфликты, переводите все на шутку. Не могу сказать причину, мне этого не показали. Но показали, что именно в чужом доме вы себя как-то не очень хорошо почувствуете. Вот. И у вас как два варианта: пойти на ножах, либо все спустить на шутку. Выбирайте, конечно же, второй. Ссориться ни с кем не надо. Про причины я тоже не могу вам сказать. Но это какая-то глупая ситуация, которая, ну, скажем так, разрешится. Пусть не в один момент, но если не реагировать буйно или бурно, да, на отношения, то все наладится. Либо человек вам задаст прямой вопрос, получит от вас ответ и успокоится. Так тоже может быть. Так, кому бывший должен был что-то вернуть, отдать? Может быть, алименты, может быть, какие-то вещи, может быть, что-то пообещал. Вот, не ждите. В ближайшее время не ждите, девочки. Он либо где-то загулял, да, у кого-то пьет, прям в запой ушел, вернется не скоро. Либо он куда-то уехал. Вот. Почему не сказал? Ну, может быть, побоялся, что не поймете. Но если в запой уходил, так ему некогда, девочки, было вам говорить. Вот, не ждите. Если вы сможете обойтись без этой вещи, либо без этих денег, ну, тогда планируйте свой бюджет, планируйте свое время. Здесь важно понимать,
что он вам пообещал, он не сделает. По крайней мере, в ближайшие пару дней, пару недель. Вот, или так, либо так отыграется. Вот, показали, потому что это важно для вас. Возможно, вы ждете и надеетесь. Вот, к сожалению, не дойдет. Просто не дойдет. Не получится у него до вас дойти. Вот. Ну, так иногда бывает. Это жизнь. Никто ни от чего не застрахован. Так, мои хорошие, по поводу новых людей. Сразу хочу предупредить, что это не для всех, отыграется только лишь у нескольких человек. Здесь у меня очень интересный мужчина вышел. Такой, знаете, представительный, похож, либо одевается очень стильно, похож на такого делового человека, либо на, знаете, как эти политики там одеваются в таких костюмах дорогих, красивых, вот прям там шовчик в шовчик, прям все как надо. Вот такой мужчинка у вас идет. Идет знакомство, причем этот мужчина подходит к вам сам. Скорее всего, либо на открытом пространстве, но очень людном пространстве, либо в помещении, но опять же очень много людей вокруг вас. Мужчина сам к вам подойдет с какой-то просьбой, либо с каким-то вопросом. Ну и получив от вас ответ, да, увидев, что вы адекватно реагируете, что вы там не закрываетесь, не убегаете, с вами познакомиться. Вы будете потом долго гадать, зачем он подошел именно к вам. Ведь так много было людей. Почему именно у вас он спрашивал, да? Почему именно на вас обратил свой выбор? Девочки, вы ему очень понравились. Ответ только один. Вы очень понравились этому человеку. Его к вам потянуло просто с безумной силой. Если вы обменяетесь с ним телефоном, он, конечно же, вам позвонит. Но только не сразу день в день, а выждет какой-то срок. Это его какая-то фишечка, да, его какая-то тактика поведения. Вот, ну, типа... Пусть подумает, пусть соскучится, а потом я ей позвоню, она уже не откажет. Он обязательно вам перезвонит и будет общение. Если телефонами вы не обменялись, то, скорее всего, этот мужчина через несколько дней подстроит случайную встречу. Ну, типа случайную встречу. А на самом деле мы же ведь знаем, как это делается. Вот, выследит, узнает, где вы живете. Либо он уже знает, где вы живете. И вот, типа, смотри, это судьба, мы с тобой встретились. Значит, просто обязаны пойти в кафе и выпить по чашечке вкусного кофе. Вот, но он такой, знаете, ловкий. Он знает, что он делает, он понимает, как женщину и расслабить, и уговорить, и очаровать. Ну что ж, я вас поздравляю. Прекрасный выбор, достойный мужчина. Именно с этим мужчиной у вас все получится. Отношения, любовь, брак, семья, ну, со всеми вытекающими. Мои хорошие, на этом все. Берегите, пожалуйста, себя, не болейте, и пусть вас Боженька хранит. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока.